Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Правительство Туркменистана и Международная организация труда, МОТ, приняли дорожную карту сотрудничества на 2024-2025 годы. Документ подробно описывает конкретные шаги для предупреждения использования принудительного труда взрослых и детей во время сбора хлопка. Предусматривает механизмы жалоб на принуждение или вымогательство денег на наемников, а также минимальную оплату для сборщиков в случае, если ручной сбор будет необходим. Если все пункты дорожной карты будут выполнены, то это станет большим прогрессом на пути к искоренению принудительного труда в Туркменистане. Документ был опубликован на сайте МОД 22 мая. В нем подробным образом прописаны конкретные шаги со стороны как правительства, так и МОД для предупреждения случаев принуждения взрослых и детей к сбору хлопка. Дорожная карта гласит, что в стране запрещается любая практика принуждения или принудительной мобилизации лиц, работающих на предприятиях, независимо от формы собственности, или лиц, не достигших 18 лет. Сбор хлопка работниками предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности в течение рабочей недели в рабочее время. Любая практика, требующая от сотрудников государственного или частного сектора или любого другого лица собирать хлопок, нанимать сборщиков, платить за наем сборщиков или иным образом финансировать сбор хлопка. Этот документ фактически является первым случаем, когда об искоренении принудительного труда говорят не общими словами. Его первым пунктом является разработка проекта президентского указа о мерах по организованному сбору хлопка в целях законодательного закрепления норм, не допускающих использования принудительного или обязательного труда при сборе хлопка. Ожидаемым результатом этого указа должна стать система запретов и наказаний за любую практику принудительной мобилизации или поборов. На самом деле публичное выступление президента, например, по телевидению, о недопустимости использования принудительного труда во время сбора хлопка, это то, о чем правозащитники говорят уже не первый год. Это должно послать четкий сигнал как руководителям на местах, так и бюджетникам, что центральные власти знают о проблеме и не намерены впредь ее терпеть. А система наказания чиновников за неисполнение президентского указа лишь укрепит уверенность граждан, что власти серьезно взялись за ее решение. На то же самое нацелен и другой шаг в дорожной карте – создание простого и доступного способа подачи жалоб на принуждение, причем анонимной подачи, чтобы никто из чиновников не смог затем жалобщику отомстить. За разработку этой системы ответственны МИД, Верховный суд, Генеральная прокуратура, МВД, Минюст, Институт омбудсмена и Министерство труда и соцзащиты населения. За прием жалоб, как прописано в документе, ответственен Институт государства, права и демократии Туркменистана. Непонятно, однако, что будет, если, например, кто-то из бюджетников пожалуется на принудительный труд независимым СМИ или правозащитникам. Цитата: «В целом, если меры, прописанные в дорожной карте, действительно будут реализованы, то это будет большим шагом вперед», отметил редактор Туркмен Ньюс Руслан Мятиев. Хотя правительство публично проблему пока не признает, однако подобный детальный план вселяет надежду. Конец цитаты. В дорожной карте подчеркивается, что работа сборщиков хлопка должна быть добровольной и справедливо оплачиваемой. Сбор денег на наем работников считается незаконным, его организаторы должны понести наказание по закону. Особо подчеркивается недопустимость работы на хлопковых полях детей моложе 18 лет, поскольку это негативно влияет на их здоровье и образование. Минимальная плата за 1 килограмм собранного хлопка должна быть определена путем исследований и консультаций. Суть в том, что работа на полях должна стать привлекательной для добровольного в ней участия. Согласно документу, государственные органы должны разработать и реализовать мероприятия по повышению осведомленности широкой общественности, а также дихканских объединений и органов местной власти для предотвращения мобилизации и использования детского труда. А чтобы закрепить запрет на использование на полях детей, сбор хлопка предлагается включить в утвержденный ранее перечень работ с вредными и опасными условиями труда. С августа по декабрь текущего года МОД проведет мониторинг условий сбора хлопка, который охватит все регионы Туркменистана. Напомним, в сезоне прошлого года такое исследование уже было проведено во всех регионах, кроме Балканского вилаята. Специалисты МОД все-таки смогли обнаружить признаки принудительного труда как взрослых, так и детей. Ожидается, что в ближайшее время МОД опубликует полный отчет или хотя бы его резюме по итогам той миссии.
Тем временем Turkmen News и партнеры из хлопковой компании опубликовали собственный доклад по итогам прошлого года. В нем описываются особенности данного сезона. Через несколько недель после начала сбора урожая власти прекратили не только мобилизацию учителей и врачей, но и вымогательство у них денег на наемников. Впрочем, остальных групп бюджетников послабление не коснулось. У вас имеется важная информация или интересная новость, которыми вы готовы поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма, мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.